Так, у нас первое испытание этой зимой. После долгого стояния, где-то около 8-9 дней машина простояла на морозе. Чтобы добраться до кабеля, мне надо капот открыть. Столкнулся с непредвиденной проблемой. Елка новогодняя стоит уже на площади Ленина. Минуты 3 прошло, опять затягивает. Сильно наехал, разодрал. Вот эта штука. Я, похоже, по этому туману очень соскучился. Вот так вот все и происходит. Купил себе электронную книжку. Очень рекомендую. Стал гораздо больше читать. Дубак. И чуть-чуть наехать. Вот хватит. Все. Так, у нас первое испытание этой зимой. После долгого стояния, где-то около 8-9 дней машина простояла на морозе. Температура падала от минус 20 и ниже. Вот сейчас уже за 40, 41, 42. Электричество я, конечно же, не подключал. В целях экономии так и стояла. Сейчас на 3 часа я воткнул. Котелок там должен охлаждающую жидкость прогреть какое-то время. Ну, проверим, как она сейчас заведется. Внутри более-менее не так прям дубово, но холод ощущается. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Так, ну вроде внутри все теплое. Поехали. Ну, с первого раза завелась нормалек. Отлично, отлично. Так, надо, правда. Единственное, что у меня еще, я никак не могу трубку купить, чтобы ее наружу вытягивать, чтобы выхлоп, ну, я задираю стенд, вот как-то так, пока что, пусть прогревается. Баклажки 5 минут на морозе постояли, с крышками закрытыми начали всасываться. Столкнулся с непредвиденной проблемой, печка замерзла, моторчик. И что-то он не хочет работать, не отогревается. Сейчас попробую. Я у парней в гараже взял ветерок. Сейчас включу на розетку, попробую через него отогреть. Чтобы добраться до кабеля, мне надо капот открыть. Пусть греется пока. Да, вот получается непредвиденная проблема. Сейчас вот вроде как заработало все. Но это потребовалось еще вот с печкой полчаса примерно. Где-то так стояла, отогревалась. Но это же не дело. Я же не смогу постоянно тут с печкой, тем более это не моя. Вот не ожидал, что будет еще печка замерзать. Той зимой, ну, как-то так отогревалась относительно быстро, когда машину заводил, какое-то время проходило, а тут что-то вот, ну, 2 часа я уже вожусь с этим делом. Ну ладно, посмотрим, как будет дальше. Может, просто она слишком долго стояла, если почаще ездить, может, она не будет так сильно замерзать, не знаю. Надо стараться от снега хорошенько отряхивать, чтобы, ну, она намокнет в машине в тепле, потом будет жесткая и тяжелая. Вот так вот приходится. Чтобы куда-то поехать, надо потрудиться. Еще надо грамотно сложить, чтобы... блин, все жестко она съехала. Вот. Вот такие процедуры приходится здесь производить, если у тебя нет гаража и ты зимуешь под тентом. Вот я на заднее сиденье складываю, потому что, ну, можно багажник, но мне обзор закрывает, я не люблю, когда у меня
закрыто все. И вот только что подумал, я на самом деле снимаю эксперимент полной зимовки на моей старой машине, 22-летней уже, да, Escudeck 98-го года. Я хочу протестировать его в зимних условиях, вот перезимовать полностью зиму под тентом. Я потому что, когда только приехал, постоянно спрашивал у всех, как, что с машиной. И мнения вот у каждого водителя были свои мнения. Кто-то говорил, без проблем. Вот котелок вставишь, вот про розетку мне рассказывали, это один из первых водителей такси был, он мне рассказал. Я думаю, ничего себе, как ты так на розетку еще из дома выкидываешь кабель. Вот он примерно так и делает. Говорит, с утра просыпается 2-3 часа перед выездом, втыкаю, она греется, я еще сплю, просыпаюсь. Вот я помню, эту историю хорошо запомнил. И сейчас сам получается. Ну и все говорили разное. Кто-то говорит, ну, вообще нереально. Под Наташей нужно только гараж, только отапливаемый гараж. То есть, ну, мнения всегда были разные. Поэтому вот я хочу вот получить свой опыт, как я люблю делать. И, соответственно, об этом опыте вам рассказать. И только что у меня еще возникла идея. То есть я эти кусочки буду снимать всю зиму. И в конце зимы сделаю ролик. А сейчас возникла идея у меня просто сделать сейчас мини-ролик на послезавтра, на пятницу. Так что, друзья, я вас приветствую в зимнем Якутске. Сегодня у нас 9 декабря, уже зима, на улице минус 41, показывает так, градусник. Ну, очень хорошо. Прогуляюсь чуть-чуть. Все такое опять белое, все деревья, как я люблю. Работаю еще с фильмом. Процесс очень сильно затянулся. Оказалось очень сложно. Для меня это новая работа. Потому что это все необычное, то, что будет. Это не будет похоже ни на один мой ролик, которые были раньше. Сейчас у меня процесс идет озвучки. Домой придем, я вам еще покажу. Я там себе дома студию сделал небольшую. И озвучка это такое дело тяжелое. Вот сами представьте, когда вы слышите свой голос, вам он не нравится. У меня же такой же, как у всех людей. То есть я записываю, слушаю, мне прям вот вообще, ну, конечно, уже более нравится, чем раньше поначалу. Я уже там столько раз все поперезаписывал. Сегодня переслушивал, уже вроде бы все, там один этап завершил, и все равно там одна фраза не та, другая не та, третья не та. И вот сидишь, записываешь, какие фразы не нравятся, потом заново их переозвучиваешь. А чтобы озвучить, это надо раз 20 одну и ту же фразу повторить, потом из этого выбрать что-то. А бывает ничего не выбрать, ты вот 20 раз прослушал, думаешь, блин. Процесс интересный, но сложный и затянулся. Мне хочется его в этом году завершить, ну надо это сделать. А я даже не понимаю, сколько мне еще времени потребуется с этим сидеть. Сейчас я вообще все отбросил, полностью в работу с фильмом погрузился. И вот поэтому пропал на неопределенный период. Ну вот сейчас что-то у меня резко возникла мысль, что-то надо вам чем-то поделиться. Ну хотя бы вот этим рассказать, как идет процесс. Что-то дубак замерз. В общем, процесс идет, но туго, тяжело. Я, конечно, хочется, чтобы все было максимально хорошо, насколько это возможно, учитывая, что никогда этим не занимался. Я делаю все один полностью. И сценарий, текст, пишу, музыку подбираю. Сейчас озвучка, это вообще у меня долгий период, уже месяц у меня эта озвучка идет. А еще же у меня вот нос сломан и часто плохо дышит. А зимой у меня еще хуже, там начинает нос забивать. Ну это типа я так зимняя аллергия называю, на холод. И бывает, что в течение дня там 2-3 часа, вот бывает, когда нос более-менее работает, когда ты можешь записаться, когда, ну, дышат все пазухи. Сейчас купил капли, вот попробуй, но ими тоже увлекаться нельзя. Там какие-то я взял такие не сильные, вот закапался, вроде раз, нос очистила, ты позаписывался, но это час-два и максимум и все. А за это время ты там всего лишь там, не знаю, максимум 10 фраз можешь записать, а у меня их там, ну, я не считал, но 100 с лишним точно. То есть у меня там на эпизоды фильм поделен. В общем, интересно. Ладно, сейчас домой приедем, еще дома покажу, как у меня там все устроено. Вот так вот в городе туман вперемешку с выхлопными газами автомобильными. Но туман еще слабый, не такой сильный. Даже больше слепят выхлопные газы от маршруток. Они вот на холоде, они гораздо чувствительнее получаются, ну, визуально. И у меня там тоже шлейф. Это от меня, наверное, идет. Вот так вот. Красота! Что сказать? Все белоснежное, все как я люблю. Елка новогодняя стоит уже на площади Ленина. Я, кстати, утепление еще лобового стекла не сделал, второй не поставил. Что-то я поленился. И вот чуть катаешься, уже затягивает. Боковые здесь ПЭТ-пленка стоит. Но мне предлагали тоже, здесь можно и ПЭТ-пленку сделать. Так же, как вот это. Либо второе стекло. Ну, посмотрим. На январь я в Питер уеду.
Может быть, поэтому решил, что и без стекла так зиму перезимую. Давно не снимал город. Хотя бы из машины. О, как быстро это затягивает все. Прямо на глазах. Площадь Орджоникидзе тоже елка уже стоит, горит. Все по-новогоднему. Вот снова минуты 3 прошло, опять затягивает. Так что без печки я бы вряд ли куда-нибудь доехал бы нормально. Все, приехали, а сейчас все в обратном порядке. В общем, кто не видел мой давнишний ролик об этом котелке, в общем, вот эта штука. И, собственно, он греет охлаждающую жидкость. Вот она по трубкам циркулирует систему охлаждения и нагревает. В этом году у меня войлок. Я решил попробовать войлок. Мне одолжили попользоваться. Все, соответственно, чтобы поставить на стоянку, я подключаю ее на розетку. А дома уже кабель этот врубаю, когда мне нужно. Ну, поехали. Оп. Пальцы уже дубеют. Это не все. Теперь мне нужно, чтобы ее не сперли под колеса, ее чуть-чуть подсунуть ее тента. Теперь надо залезть аккуратно. Чё за дубак? И чуть-чуть наехать. Вот хватит. Все. Первое, с чем столкнулся, это необходимость просушки тента. Но если он на улице постоянно на морозе, то если его хорошенько от снега отряхивать, что я постоянно делал, то нормально. Но в машину все равно, когда складываешь, снег остается, ты не можешь его идеально вычистить. Постепенно, допустим, в машине полежал, немножко тает и впитывается. И он со временем становится тяжелее. Это неудобно, то есть его сложнее сматывать, заматывать. Но тут у меня другая ситуация, я его порвал. То есть я колесами наезжаю, сильно наехал, разодрал, понес домой, чтобы зашить. А и дома он жестко вообще начал таять. То есть вообще мокрый весь, хотя я его стряхивал постоянно, нужно сушить. Некоторые его в специальные места относят, там куда-то развешивают, печки ставят. Ну, я не знаю, что это за места, слышал я про такое, мне говорили. А я, получается, просто батареи положил на стул и крутил, вертел и плиту вот. Здесь жара такая получается на кухне, и вот за сутки, в принципе, он просох. Нормально. Уже сухой. Сейчас зашью и завтра уже накину на машину. Вещички собираем и на выход. Колесами вот наехал. Вот так вот приходится еще изгаляться, чтобы не потерять тент. Ой, что вот это сейчас таскать. Вот такая вот у меня импровизированная студия, звукозаписывающая. Спальник мой летний пригодился, так оп. И более-менее шумоизоляция такая получается для звука. И все. Ну, относительно качественно записывать, насколько это возможно. Вот так вот все и происходит. Купил себе электронную книжку. Очень рекомендую. Стал гораздо больше читать, потому что вот она, с нее реально удобнее, чем с телефона. Сюда закачиваю текст, и вот по эпизоду в этом необычном и знаковом месте Валерий начал свои научные исследования. Ведь задача экспедиции также входила изучение флоры и фауны на всем протяжении пути по Арктике. Ну, это я сейчас так. А тут же надо с эмоцией. Причем так с эмоцией я, стараться, чтобы это естественно как-то звучало. Люди же, которые дикторы, которые профессионально озвучат, они, по сути, многие актеры,
или все, наверное, не знаю, это недостаточно иметь какой-то красивый голос, нужно уметь его красиво подать. А я этого не умею, у меня вот почти все видео импровизация, как снял, так и делаешь. Ну, сложно. И вот, как я рассказывал, что вот по 20 раз одну и ту же фразу записал, ты вот стоишь там, сохранил, потом вторую, и вот так вот, допустим, 10 предложений, это длительный процесс. Потом начинаешь их слушать, может вообще ни одно не понравится. Ты понимаешь, что ты вот прям не ту интонацию поймал, какое-нибудь слово там ударение, пепелем, или там, допустим, ну так вот, дан-да-дан-да-дан. Конечно, наверное, у меня так и получится многое, ну я слушаю, так мне не нравится, все равно, ну уж. Как получится, так получится. В любом случае, для меня это все равно круто. Что-то новое, что я никогда не делал. Так что вот. Ну и мой монтажный стол. Здесь уже техническая реализация всего происходит. Тоже процесс тот еще. И знаете что, у меня будет к вам просьба. Обычно я никогда этого не делал. Не знаете, кто меня постоянно смотрит, никогда не прошу там поддерживайте, ставьте лайки, всякого такого. Кто надо, тот сам поддержит. Но тут просто ситуация такая особенная вот в данном случае, потому что это для меня такой серьезный труд, уже порядка 3 месяцев. И получается, что очень бы не хотелось, чтобы он был реализован, не получил той отдачи, которую он хотелось бы, чтобы он получил. Потому что вот как работает YouTube, вот технология YouTube, у него есть свои алгоритмы, роботы, программки там. Они определяют, какое видео интересное. И насколько я это понял, когда ты только выпустил видео, если на нем сразу большое количество просмотров в первые сутки, его хорошо комментируют, лайкают, либо дизлайкают, то YouTube воспринимает его как интересное и начинает его рекомендовать тем, кто не подписан на меня. Потому что, по сути, если YouTube не покажется этот фильм интересным, если будет маленькая активность, а он будет где-то часа полтора, час 20, я понимаю, что не каждый может выделить время и посмотреть. Это сложно. Я сам бы, наверное, с трудом бы. Поэтому, я, наверное, выпущу где-нибудь в пятницу к выходным, чтобы у людей была возможность в выходной день посмотреть. И рекомендую посмотреть, погружаясь, вот прям вот не отвлекаясь, потому что у меня, стиль, я считаю, такой, что нужно прям погрузиться в фильм, чтобы прочувствовать ту эмоцию, которую я хочу передать. Я хочу создать эффект погружения, чтобы вот зритель, посмотрев этот фильм, как будто бы с нами пропутешествовал до Арктики. Вот у меня такая задумка. Не знаю, получится или нет, потому что мне уже... Я не понимаю, я вот каждый эпизод уже раз, по не знаю сколько, 1000 раз пересмотрел, мне уже вообще реально не понять, что у меня получается. Это тоже такая еще обратная сторона вот творчества вот этого, что... Ты, правда, вот не знаешь, как в итоге все получится. Поэтому сейчас уже интуитивно делаю, как сделаю, а дальше уже на суд зрителя это все будет предоставлен мой фильм, и там уже понятно будет, как у меня получилось. И вот, если YouTube не увидит видео интересным, то его посмотрят только мои подписчики, получается, те, кто на меня подписан, либо кто-то еще, кто там, кому-то кто-то порекомендует, допустим, перешлет там где-нибудь. Это небольшое количество, у меня-то, в принципе, канал там 35 сейчас подписчиков, 1036. Из них обычно процентов 30, если не меньше, смотрит из тех, кто подписан. То есть вообще некоторые видео у меня там 2000 просмотров набирают, 5000. А вот если YouTube видит видео интересным, он начинает рекомендовать его другим, кто на меня не подписан, кто меня знать не знает. И тогда видео сможет посмотреть большое количество людей. В России, в других странах, там, бывших советских республиках. Вот хочется с как можно большим людей поделиться своим творчеством. Поэтому у меня такая просьба, поддержите, пожалуйста, когда выйдет видео, там, лайком, комментарием, просмотром, если вам понравится. Если вы не увидите ничего интересного, то дизлайк неинтересно. Можно написать неинтересно, хоть это будет неприятно, но тем не менее это будет как бы ваше мнение. Поэтому, друзья, буду работать. Не знаю, когда я закончу. Хочется уже побыстрее, но работа непростая оказалась для меня. А сегодня уже вот такой туман в городе. Хороший вид, но походу скоро опять придется переехать. Не удержался вам в конце этого не показать. Сегодня прям вообще туман. Вчера еще такого не было. Я, похоже, по этому туману очень соскучился. Но холодно. Я вот только вышел, уже ресницы начинают слипаться. Пришла та зима, которую все уже давно ждали. В этом году поздновато, я так понял. Должно быть раньше уже такое, за 40 туманы. Они вот сегодня, первый такой день, по-моему, прям сильно туманистый. Хорошо. Так что, друзья, зимуем. Всем счастливо.